эфире новости, в студии Петр Васильев. Здравствуйте. Коротко о самых заметных событиях к этому часу. 36 стран, 90 деловых сессий и сотрудничество как основная цель. Расскажем, чем запомнится Восточный экономический форум этого года. Введены новые правила для оценки готовности к отопительному сезону. Теперь паспорта и акты готовности будут выдаваться на основании индекса. Узнаем подробности. Единый день голосования. 14 сентября пройдут 222 избирательные кампании, в их числе и выборы в Алюкминском районе. В сентябре во Владивостоке состоится 10-й юбилейный Восточный экономический форум. Ожидается, что в нем примут участие порядка 6 тысяч человек. Уже сейчас география участников охватывает 36 стран и территорий. Основная тема АВФ этого года – Дальний Восток, сотрудничество во имя мира и процветания. Всего в деловой программе более 90 сессий. В рамках мероприятия планируется проведение форума креативных индустрий, международного форума «День Сокола», молодежного форума «День будущего», международной конференции АТС в сфере высшего образования, а также конференции Российского исторического общества. В программу форума войдут и бизнес-диалоги с предпринимателями из Китая, Индии, Таиланда, Мьянмы и стран АСЕАН. Сегодня Дальний Восток выполняет особую роль. Он становится транзитной территорией России на рынке Азиатско-Тихоокеанского региона. Для того, чтобы эту роль выполнить, для того, чтобы с этой задачей справиться, нам еще много придется сделать. Начнем с того, что нам придется серьезно позаниматься энергетикой. В Якутске проверили ход капитального ремонта в многоквартирных домах. Срок завершения всех работ – 29 августа. Контроль объектов производится комиссией 2 раза в неделю. Объезд сегодня совершен по домам особого контроля. Например, по улице Федора Попова, 10 ведется ремонт фундамента. В настоящее время производится демонтаж защитного слоя. Ремонт системы теплоснабжения производят и в многоквартирном доме по улице Дзержинского, 21. Это замена магистральных труб и сборка узла ввода. Бывают проблемные вопросы, связанные с доступом в квартиры многоквартирных домов, потому что понятно, что люди в летнее время и бывают и в отпусках, и не всегда получается приступить к работам своевременно. Есть вопросы, связанные с оплатой за капитальный ремонт. Пользуясь случаем, хотелось бы попросить жителей своевременно оплачивать за потребленные коммунальные ресурсы. К сожалению, дебиторская задолженность по республике очень большая, и по категории населения задолженность составляет порядка 7 миллиардов рублей. На Верхневилюйской РЭС сегодня знаменательный день. Торжественно открыли мемориальную доску с именем ветерана Якутской энерго Иванова Гаврила Егоровича. Он был примером для своих коллег и детей, которые пошли по его стопам. В его трудовой книжке была всего одна запись о месте работы. Также сегодня провели семинар по обмену опытом между филиалами Западной и Центральной электростанции. Участники приехали из Якутска, Мирного, Хангаласского, Усялданского, Сунтарского, Нюрбинского и Вилюйского районов. У нас сегодня еще состоится мероприятие, это системное совещание по внедрению интеллектуальных систем документооборота, можно так сказать. Здесь у нас сегодня собрались, во-первых, руководство исполнительной дирекции, а также специалисты западных электрических сетей и центральных электрических сетей. Основная задача сегодняшнего совещания – это в первую очередь обменяться опытом, да. Во вторую очередь, нам необходимо сегодня разобраться с теми небольшими проблемками, нюансами по использованию этого нового программного обеспечения. В Хангаласском районе в понедельник и вторник работники местного участка Сахатранснефтегаза проведут работы по врезке в газопроводы высокого давления звероферма Покровск и Покровск-Немигунцы. Данные работы связаны с необходимостью подключения новых участков газопроводов, где ранее были выполнены строительно-монтажные работы. В частности, на газопроводе звероферма Покровск заменен участок протяженностью 820 метров с увеличением диаметра труб с 273 мм до 325 мм. На газопроводе Покровск-Немигунцы заменен участок длиной в 650 метров. Остался финальный этап соединения вновь смонтированных фрагментов с существующей системой газоснабжения.
По инвестиционной программе капитального ремонта 2026 года вошли два объекта. Это газопровод высокого давления Покровск-Немигунцы 1974 года и газопровод высокого давления Звероферма Покровск 1969 года. Ремонт двух газопроводов высокого давления выполняется с целью бесперебойной и безаварийной поставки газа населению города Покровска и село Немигунцы. Жители Малтанинского наследия горного района теперь обеспечены бесперебойным доступом к воде благодаря подключению местной водопроводной станции к электрической сети. Ранее водоснабжение осуществлялось с помощью дизельной станции, что позволяло подавать воду только 2 или 3 дня в неделю из-за необходимости постоянной заправки топливом. 15-километровый водопровод, построенный в 2017 году, теперь может функционировать ежедневно. Введены новые правила для оценки готовности к отопительному сезону. Теперь паспорта и акты будут выдаваться на основании индекса готовности, рассчитанного по оценочным листам. Для этого потребителям необходимо предоставить пакет документов в территориальные органы управления, которые направят оценочные листы в теплоснабжающую организацию. На основе этих данных комиссия штаба окружной администрации Якутска принимает решение о выдаче паспорта или акта с замечаниями, либо отказе в готовности. Комиссия окружной администрации города Якутска по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 года проводит свою работу, а именно проверка теплоснабжающих организаций, проверка потребителей тепловой энергии. Оценка обеспечения готовности к отопительному периоду проводится с 11 августа 2025 года по 1 сентября 2025 года для потребителей тепловой энергии. И с 11 августа 2025 года по 25 сентября для теплоснабжающих организаций. 14 сентября в единый день голосования пройдут 222 избирательные кампании. В их числе выборы в Алекминском районе. Это выборы глав сельских поселений, а также дополнительные выборы 2 депутатов городского совета депутатов. Все подробности знает Елена Фаст. В 18 часов 4 августа завершилась кампания по выдвижению кандидатов на должности глав 4 сельских поселений Алекминского района, а также депутатов городского поселения город Алекминск. На 2 мандата в городе выдвинуты 5 кандидатов. 2 кандидата выдвинула политическая партия «Единая Россия». 1 кандидат от политической партии ЛДПР, 1 кандидат от политической партии «Новые люди» и 1 самовыдвиженец. На должности глав в сельских поселениях своих кандидатов выставила партия «Единая Россия», остальные – самовыдвиженцы. В день голосования в Сенехтате будут работать 3 избирательных участка. Это участковая избирательная комиссия, находящаяся в селе Марха, в Сенехтате самом и село Малыкан. В Харинцах, участковая избирательная комиссия, и они будут проводить досрочные выборы, труднодоступная отдаленная местность, это участок Балаганнах. В Заречном 1 участковая избирательная комиссия, и в Волохан-Мунку тоже 1 участковая избирательная комиссия. В городе Алекминске у нас будет работать только участковая избирательная комиссия Кировская. В целом к выборам все подготовлено. На сегодня в ТИК выполняются плановые работы. Елена Фаст, Алекминск. Мобильный хирургический центр Республиканской больницы номер 2 работает в Черепчинском районе с 4 по 13 августа. Бригада врачей, включающая нейрохирурга, сосудистого хирурга, лора, анестезиолога, реаниматолога, а также операционных медсестер, проводит операции для местных жителей. Врачи больницы предварительно ранее отобрали около 50 пациентов, которым необходимо хирургическое вмешательство. На данный момент проведено 21 операция, включая варикозные болезни нижней конечности, искривление носовой перегородки и пациенты с дефектами черепа посттравматически. В прошлом году мы уже были в этом районе, провели достаточно хорошо спектр операций. Что хочу отметить: хорошее оснащение, хороший прием, хорошее обследование. В общем-то, на уровне на достаточно высоком держится амбулаторный отбор больных. Будем надеяться на дальнейшее сотрудничество с Черепчинской ЦРБ. Ежегодно сотрудниками управления Россельхознадзора по Амурской области и республике проводится мониторинг карантинного и фитосанитарного состояния сельхозугодий лесного массива на территории региона на предмет выявления карантинных объектов.
В эти дни мониторинг проводится на территории Амгинского района. Он известен как район, в котором проводят производство зерна, поэтому обследованию будут подлежать зерновые поля в 5 крупных зерноводческих хозяйствах. На территории Амгинского района установлены 7 карантинных фитосанитарных зон по вредителям леса. Это сибирский шелкопряд, который был довольно-таки давно установлен. Была здесь большая вспышка сибирского шелкопряда. Но если говорить про вредоносность этого карантинного объекта, это очень вредоносный организм, насекомое, которое наносит очень большой экономический урон. В Хандаге в рамках всероссийской акции «Зарядка со стражем порядка», приуроченной ко Всероссийскому дню физкультурника, сотрудники отделения МВД по Тампонскому району вместе с активистами движения первых хандагской средней школы провели для юных хандагчан спортивные занятия. Подробности далее. На свежем воздухе дети под веселую и ритмичную музыку выполнили комплекс упражнений. Руководили разминкой и демонстрировали упражнения для укрепления мышц сержанты полиции Семен Ильин, Эльбрус Абуков и стажер полиции Максим Коробейников. Среди участников самым спортивным оказался будущий первоклассник Федя Воронистый. Он отжался 19 раз. Я занимаюсь спортом уже давно. Я делаю отжимания 5, 10, 13, 14, по 15, по 16. Позвание полицейским 7, 107, 100 все занимались спортом каждый день. Эстафету здорового образа жизни подхватили активисты движения первых, которые организовали веселую эстафету. Примечательно, что самое активное участие в спортивном мероприятии приняли ребята из летней досуговой площадки «Светлячок» комплексного центра социальной защиты населения. Очень много призов получили ребята, и старт начинается с зарядки, а зарядка со стражем порядка способствует сближению доверия между гражданскими и полицейскими. Делайте зарядку и будьте здоровыми. Цель акции – пропаганда ЗОЖ, формирование у детей и молодежи позитивного отношения к спорту и уважения к профессии сотрудника правоохранительных органов. Организаторы призвали участников продолжать вести здоровый образ жизни и вручили им цветоотражающие брелоки от народного депутата республики Виктора Лебедева и сладкие призы от Хандагской средней школы. Мария Винокурова, Хандага, Тампонский район. Мы продолжаем следить за развитием событий. Оставайтесь с нами.